Но уже воздух не мог вдохнуть. У него видно было только волосы, да? Это сейчас они застенчиво рассказывают свою историю спасения, а еще накануне Александру и Игорю было не до сантиментов. Два друга ехали на рыбалку, на подъезде к пруду они услышали крики школьника. Это кричал Закарье. Он сделал правильное действие, то есть привлек внимание взрослых мужчин. Именно одноклассники Закарье во время купания начали тонуть. Игорь Бадеев сразу бросился в воду, поймал одного мальчика и начал передавать его на сушу Александру. В это время снова вмешался Закарье. Тот друг, который нас позвал, говорит о том, что еще один мальчик, то есть в воде. И я его почувствовал ногой, то есть либо наступил, или же просто задел его. То есть сейчас уже не могу точно сориентироваться, я его достал. Второй мальчик уже не дышал, но Александр и Игорь не растерялись и оказали ему первую помощь, пока очевидцы вызывали скорую. Я его положил на землю, запрокинул его на бок и тем самым облегчили доступ, то есть кислорода. Оказалось, что один из спасателей мастер спорта. Александр и Игорь вместе занимались греко-римской борьбой. Родители спасенных детей называют их героями. Мы благодарны ребятам, которые вытащили Закарью, который позвал ребят. Профессиональные спасатели уже ставят их в пример и собираются представить к награде. Сегодня я эту ситуацию доложил президенту Республики Татарстан. Будем ходатайствовать их о награждении государственной наградами Российской Федерации. В Альметьевске планируют отметить и маленького помощника Закарье. За примерами таких спасений далеко ходить не нужно. Так, в сентябре прошлого года две женщины вытащили из реки тонущего ребенка в Агрызе. В июне в Спасском районе очевидцы чудом спасли из воды малышей 2 и 4 лет, которые перевернулись на лодке. Так что без взрослых дети никуда, и защищать их долг каждого. Салават Ухмадуллин, ТНВ, Альметьевск.